Ну что, попробуем по грибы съездить в другое место. Да, когда хорошо оденешься, приготовишься, тогда погода нормальная. Если куртку забудешь, будешь потом мучиться в холоде. Может пойти покупаться туда. Это наше любимое место летнее. Вот такое место тут. Рай для удочников, всяких матчевиков, прочее. Вот тут вот сел и бросает. Тут отмель такая длинная. Ой, как тут летом хорошо. И сейчас хорошо. Вообще везде хорошо, честно скажу. Надо будет взять в следующий раз этот эхолот простейший, посмотреть глубину. Тут вот так вот. Мне казалось, что тут она как-то очень пляжно. Я смотрю, уходит вниз. Тиридим. Ну что, пройтись вдоль берега на лодочке. Солнце вышло и сразу испортило все дело. Солнце это для блеснения так себе не очень хороший вариант. Тем более время сейчас 14:59. Это такое время, дещучее время. Ну ладно, покидаем еще. Погода-то вон какая классная. Ну, вот такой берег тут. Люди строятся из УСБ. И вот тут, пожалуйста, располагайся. Можно рыбачить с берега. Хорошее место, не знаю, можно ли тут встать с палаткой. Реально, чтобы не было проблем. Порыбачить
можно точно. Мы-то местные. Я на лодочке, и путевочка есть. Так что проблем нету. Ну вот, а так, если кто-то приедет, не зная, тут сложно найти место подходящее. Если так просто сами по себе. Да-да-да-да-да-да. Ну вот так, размять ноги, походить ногами своими, посмотреть. Я в лодке долго сидеть тоже что-то не очень. Какое-то мероприятие тоже такое. Я смотрю иногда этих блогеров рыбных, так они с утра до вечера. Видно, за контентом, видно, надо. Я как-то так, честно говоря, героически не могу сидеть столько. Но и такая погода приятная. Вот до солнышка я успел одну поймать, две поймать, одну отпустить маленького. Вот. Вот такая погода. Классная рыба, он гуляет. Белые. Летают какие-то засекумы. Приятно. Приятно. Ничего не скажешь. Такое почти летнее настроение. Палочек натыкано. Удят тут рыбу люди. О, вообще место классное. Вот тут вот на краю между кувшинками вот этим берегом. Надо, кстати, побросать тут спиннинг тоже возможно. Но вода уже холодная, даже через сапоги чувствуется, что не жарко. Да-да-да-да. Ну что, размялись, поплывем дальше, наверное. Ой, утки наглые. На меня вообще внимание не обращается. А ты с этой палкой не охотник, значит, нам бояться тебя нечего. Различают, видно, что за палка у тебя в руке. Поэтому и живые. Я решил с берега побросать. Тут у нас нет таких мест особо. Приходится с лодки. На с лодки тоже надоедает ёрзаться на этой. Оно-то хорошо час-два. А вот потом как-то иногда когда отсидишь задницу. Так себе. Зато лодка на озере — это ваша мобильность. Так не набегаешься пешком. Ну, вот такой берег весь в камышах. Поэтому просто на спиннинг ловить тут проблема. А на лодочке поехал, поплыл. Пошел, говорят некоторые мичманы. Вот так вот. Я решил, что, наверное, буду все время возить с собой. Мне-то спас-жилет в принципе не нужен.
на этих озерах особенно. Но дело такое. Надзор будет недоволен, если не будет какого-то спасательного средства. А лучше, чтобы оно было видимо издалека, чтобы они даже не подъезжали. И это жалеть, так, в принципе, что тут еще к чему еще можно прибираться. Еще надо конец Александрова иметь, говорят, конец Александрова. Но я, честно говоря, как-то никогда не сталкивался с этим делом. Рыбачу один, поэтому мне этот конец как бы не очень актуален. Конец Александра. Когда уже погулял по воле, по воле, по этой самой, по берегу, уже тогда как бы на лодке совсем другое дело. Снова на лодку водрузиться. Ой, хорошая сегодня погода. Хорошее будет кино, правда не смотрит никто. Брезгует. Им надо этих, чтобы дрова кто-то рубил. Или старую хибару какой. Ну извините, я свою старую хибару уже сделал давно. И забыл. Пока я смотрю, некоторые рубят контент по 5 лет. Вокруг сарая ходят вокруг своего. Ну, а мы уже, видите, вот так вот как-то неудачные мы. Сделали быстро. А так хорошо, тепленько. Поеду сейчас за куриными бедрышками. Поступила ЦУ. Если хочешь ужинать, кроме своей щуки, привезешь еще бедрышки куриные. О, обзор такой. А красиво сказать. Я знаю, немного людей меня смотрят, но есть люди, которым это нравится. Вот такая красота, да? Тут, кстати, не часто бывает, чтобы вот так ни ветра никакого, нифига. Ой, хорошо. Только утки по этим самым, по кустам делают вид, как будто это щука плещется. Тут у острова вообще такое философское настроение наступает. Хочется поразмышлять над смыслом жизни. Там, кстати, какая-то рыба, но это белая, прыгает. Может, то конек гоняет мелкий. Где-то я снимал зимой на этом острове. Есть там видео. Совсем другая картинка. Вообще такая погода, как будто специально для съемок. И солнышко есть. Это наше озеро такое довольно большое. Редко бывает тут такая тишина. И штиль. Главное штиль. А с острова запах такой идет, там трава. Просто чудо какое-то. Это фитотерапия получается. Фитотерапия. Вот оно самое лечебное. Самое лечебное, что можно придумать только. Ну такой. Крутишься. Тут тебе аттракционы. Тут тебе физическое развитие. Главное, свежий воздух. Свежий воздух — это
Крикспекс выход, главное. Самое движение, свежий воздух, все что надо. Остальное все переживем. Даже эти грибы не очень правильные. Ну вот, кто-то просил рыбу. На тело рыбу. О, подходит такая рыба, да? Красивая рыба, правда? Ну, как чувствовал. Все равно. Рыбка. Сейчас померяем. Если не проходная, отпустим. Если проходная, заберем. Вон шайка поперла. Уток. О, утки совсем уже не боятся. Вот ты, солнышко. Так и знал, что придет солнце и испортит всю рыбалку. Можно домой собираться спокойно. Но, наверное, еще рано.